Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров с рабочей поездкой отправляется в Зилаирский район. Зилаирский район расположен в южной части Башкирского Урала и граничит с Баймакским, Бурзянским, Зианчуринским, Кугарчинским и Хайбулинским районами. Ради Фрич, мы в Зилаире здесь на какую встречу идем? Ну, просто мы хотели по пути уже, возвращаясь с Хайбулов, заехать в Зилаир. В Зилаир мы отдельно приедем, у нас будет отдельная рабочая поездка, но хотели с рядом общественных организаций встретиться с ребятами, поговорить о будущем нашей республики. Спасибо. Добрый день. Скажите, а кто в зале? В зале представители актива молодежи зауральских районов. Здесь из Учелинского района, Кугарчинского, Сибая, Бурзянского района и Хайбульского района, откуда вы только что приехали. А какая тема встречи? Тема встречи в целом потенциал башкирской молодежи в развитии республики. Спасибо. Халикан Дастар, добрый день. Давно хотел встретиться, хотел встретиться с представителями общественных организаций, с ребятами, которые волнуются за судьбу нашей республики, волнуются, куда мы идем, что нас впереди ждет, какая жизнь у нас впереди, как мы жить вместе будем, какие задачи ставить. На самом деле хотел вам сказать, вот вы мне задавайте любые вопросы. Да? Я, честно скажу, я не лжец, я не вру, прямо говорю, что я думаю. Поэтому вот, некоторые вещи, может, вам не понравятся или понравятся, но, по крайней мере, я честно отвечу на ваши вопросы. Добрый день, уважаемый Ради Фаритович, участники совещания. Я Ильбаков Буран Байсламович, глава Акиловского сельсовета, Хайбулинский район. Значит, у меня вопросы какого характера? Развитие именно пожарной защиты вот на территориях, именно о возможности развития муниципальной пожарной службы, которая при этом вот позволяет 131 закон создавать. Сейчас просто, как вот ситуация в этом году особо она была тяжелая, там часто бывают случаи там возгораний, там, лесов, полей и так далее. Ну ладно, мы своими силами в принципе справляемся. У нас вот есть своя добровольная пожарная команда, есть своя техника, там АРС-14 на базе 131. В этом году мы готовим там теплый гараж по программе ППМИ. Но тем не менее, это все-таки вот больше носит такой добровольный характер, а вот все-таки первыми приходится идти вот именно местным ребятам. Но вот именно если вот как-то вот в отдаленных населенных пунктах, если создавать такие муниципальные пожарные службы, хотя бы взять на должность хотя бы одного человека, там, хотя бы водителя пожарной машины, который постоянно мог бы быть уже на дежурстве, пока вот из нормальных пожарных частей там помощь прибудет, это уже может иметь там всякие последствия. Вот. Такой сложный ты вопрос задал. С этой нашей бедной пожарной службой что только не делали. Значит, действительно, первое, что мы хотим делать по пожарным. Во-первых, вот мы сейчас проанализируем всю техническую часть, что есть. У нас действительно довольно большое количество муниципалитетов, сельских поселений, у которых своя техника есть свои места для пожаротушения, то есть песок, всевозможные инструменты и так далее. И, как правило, это обеспечивается, соответственно, силами добровольной пожарной дружины. А то, что касается, вот вы правильно сейчас сказали, водитель, и я вот не задумывался даже над этим, вот, видимо, еще не подумал. Запишите, вот нам надо подумать, в чувство привести. Пока-то так-то мы силами либо муниципальных районных, у кого есть, либо силами государственных, либо федеральных, даже пожарных частей тушим. Поэтому я записал, я не готов сейчас сказать, я подумаю, как это сделать. Мы проанализируем на самом деле. Здравствуйте, Хайбулинский район, Райсан Рахметова, координатор общественной организации «Молодая гвардия» и специалист отдела «Семья». Вопросы экосити. Вопрос мусора. Он у нас, машины не доезжают до населенных пунктов, которые находятся отдаленные.
Это в месяц раз в лучшем случае. И мусор, он не вывозится за пределы района. То есть бывают случаи, когда мусор просто сжигают, и весь дым, который все, что горит, он идет в населенный пункт. Это, ну, там же жгется и пластик, и все. Первое. Все-таки, я думаю, мусор сжигают либо какие-то организации, либо сами жители, потому что региональный оператор этим заниматься не будет. Потому что на полигонах жесточайшим образом запрещено. Более сложный вопрос первый, который вы задали, что дальние деревни. Значит, когда мусорная реформа, так называемая, началась, вот в начале, помните, все считали тарифы. И передо мной лежали страшные цифры. Вот представляете, житель деревни Уркас, он никогда не видел машины мусороубирающей, у него нету контейнерной площадки, а ему приходит на каждого человека в семье, приходит, значит, платежка 100 рублей плати. У него 4 человека, вот, пожалуйста, 400 рублей плати. Поэтому я просто как бы волевым решением сказал, у нас будет тариф для всех 70 рублей, а для вот жителей Уркаса 35 рублей. Ну, это совсем маленькие деньги, на семью 4, но 100, это тоже деньги. Это первое. Второе, реформа уже началась. Ну, громко не буду произносить, что, конечно, можно было бы к ней подготовиться лучше. Элементарно нету контейнерных площадок, потому что раз нет контейнерной площадки, соответственно, куда приедет машина, заберет. То есть, первое, мы начали восстанавливать контейнерные площадки. Сколько вот, сколько восстановили? На сегодняшний день где-то порядка 10, только вот мы центрально, а контейнеры 200 с лишним купили. Вот видите, да, на один маленький район. На данный момент потребность в республике для контейнеров, то есть вот сколько контейнеров, мы выполнили только на 30%. Появляются контейнерные площадки, появляется туда техника. Суть ведь мусорной реформы – это не только в том, чтобы собрать мусор. Она гораздо более далеко идущая история. Там должна быть мусоросортировка, утилизация мусора и так далее. У нас задача, чтобы, условно говоря, вот взять 100% мусора, да, из 100% мусора 60% должно перерабатываться. Здесь просто потерпеть. Наведем порядок потихонечку. У нас сейчас ситуация такая, вот это вас всех касается, особенно вот зауральских, у нас ситуация такая, что на данный момент не все районные центры соединены с Уфой силами государственных перевозчиков, то есть Башавтотранс. Все населенные пункты Зауралья будут соединены с Уфой, соответственно, автобусами Башавтотранса, комфортабельными автобусами. Вот это имейте в виду. Пока, наверное, количество не очень большое, но мы увеличили. Вот уже большие автобусы, в Сибай ходят, Баймак ходят новые автобусы. Поэтому вот это тоже важная часть работы соединения республики. Ради ағай, аумағыд, өдім таныштырып кетем, мен өдім Янсыра районынан Загер Төлебаев, вице-президент ММА қадыр республикала. Һәм шулай өдім спорт мәшғүленемінде. Вот, ярақ, что Анапа яштан кайттым. Небольшую общественную деятельность веду. Һәм районнарда біз стараемся открывать на федерациялар. Где-то есть спортзалы, но нет тренеров. А там, где есть тренера, нет спортзалов. Спортзал, ладно, понятно, это можно построить, но если не будет человека, который будет преподавать, и преподавать правильно, то и молодежь к нему не будет ходить. У меня есть ответ, потому что ровно как и ты, мы думаем. Я когда первый раз в Тимясово приехал, да, встретился с людьми, просто вот вышли. Я еще так удивился, люди, обычно журналисты, кто газ, кто просит, то что? Они мне говорят, дайте нам тренера. Значит, мы сейчас принимаем программу. Вот хотел тоже посоветоваться, поможет вам, нет. Есть программа «Земский врач», знаете, да? Есть программа «Земский фельдшер», и мы приняли программу «Земский учитель». И сейчас мы разрабатываем программу и принимаем программу «Земский тренер» или «Сельский тренер». Как она работает? Вот парень, который хочет, закончил и хочет тренировать, вот пришел куда-то в Тимясов, то же самое, или куда в Океар, неважно, в деревню, с ним заключается договор. Он 5 лет, или там, ну, там отрабатывается срок, это все примем.
обязуется работать, ему мы даем 600 тысяч рублей. Это же деньги. За 600 тысяч рублей он, по крайней мере, первый взнос на покупку жилья может сделать, да? Или там частично на домокомплект. Мы ему даем эти деньги, и он за это отрабатывает. Вот это будет помогать, мне кажется? Да. Вот Это... будет да. помогать. Второе, ну, то, что вот сам говоришь по школам. Ну, строим, ведь ФОКи быстро не возводятся, но будем потихонечку тоже строить. Главная проблема – это тренер. Я, как говорил, здание это построить можно, а главное да. привлечь тренера, да. Да. Ну и попутно еще скажу по спортивные объекты. Мы еще одну программу приняли, она такая серьезная, но мы выполним. У нас 54 муниципальных района, 9 городских округов. Вот плохая очень цифра. В 54 муниципальных районах, из 54 у нас в 16 районах нету муниципальных бассейнов. До 2024 года в республике не будет ни одного района, где нету своего муниципального бассейна. Это бассейн с ФОКом, с залом, ну, большая такая история. Спасибо большое за ответ. Вообще, что мы можем людям дать, детям дать, это спорт. Здравствуйте, уважаемый Ради Фаритович. Хасанов Дамир, город Сибай. Занимаемся оптово-розничной торговлей продуктов питания. В последнее время интересуют элеваторы. Возникает мысль такого бизнес-проекта, как строительство какой-то небольшой мельницы с перспективой с сельским хозяйством, то есть это брать поля, засеивать и так далее и тому подобное. В связи с этим хотелось бы спросить, как вы относитесь к этому и готовы ли вы поддержать наши идеи? Значит, хорошо, я к этому отношусь. Я специально сделал час предпринимателя, когда предприниматель приходит и говорит, вот я хочу открыть киоск, или там я хочу взять на откорм 5 барашков, и глава должен ему помочь. И вот я глав нацеливаю на это. И вот вы, ваш вопрос с этим, должны идти к Рустему Ахмеду Каримовичу и сказать, я хочу открыть мельницу, только все равно вам надо считать. Понимаете, чтобы не получилось, вы эту мельницу откроете, а потом одно, другое, третье содержание, и получится, что вы экономически нерентабельны, вы в рынке не победите. А вам всем, вот еще раз говорю, кому это Бог дал, вот ребятам Бог дал тренировать, и не надо им ничего, они будут тренировать, наша задача поддержать. Кому-то быть учителем, кому-то быть еще, кому-то Бог дал заниматься, как вам, бизнесом. Только занимайтесь активно, мы будем вас поддерживать. Hürmetli Hadi Feritullah, катнашучылар. Мен өзім Янсыра районы башкорт органы авылының яшьтәр советы рәисемен. Біз әйтәбез бер нигә мөрәҗәгатендә мәлләлә корылтайда теле буенча башкорт теле модны булырга тиеш һәм аны көчләп укытырга тиеш түгел бит икән. Без ошуның менен килешәбез. Һәм дә без ситтән торып укып йөрим заочно инде. Шунда мин теләйм рефераттала научный курсовой эшләрендә дипломдала башкортча язарга. Шайтып предлагать итәм ниләр укытучыларга, преподавательләргә инде алар әйтәләр, юк без русча гына язабыз дип. Менә бит вузларда шунда сыгылсылар, шунда укучылар бетәһләр студентлар башкортча язалар. Ниләр бит бар бит инде ниләр материаллар, төрле методик кулланмалар. Шул. Значит, вот по языку. Первое. Вот интересная вещь, чтобы вы тоже понимали. Вы знаете, вот у нас есть Курултай, Госсобрание Республики. Вы знаете, что вот сколько Курултай у нас был, там ни разу не выступали на башкирском языке. Принял я такое решение и попросил наш Курултай, что каждое заседание, на этом заседании должно быть одно выступление на башкирском языке. Когда, значит, я сам присутствовал первый раз, когда это госсобрание было, и когда Эльвира Ивановна начала говорить, там даже шум какой-то пошел, люди даже как-то, с удивлением это восприняли. Это первая история. Вторая история. Мы не спешим, это поэтапно делаем. У нас проходит заседание правительства. Заседание правительства мы тоже после где-то середины сентября переходим. Одно выступление будет на башкирском языке. Это начало. То есть все это нас подталкивает к чему? Что мы должны четко понимать, что в нашей территории есть государственный язык башкирский. У нас очень большой круг людей, целые слои людей за эти годы, которые башкиры, которые знали язык, но не говорили на нем. Нам потихонечку в обиход надо вводить башкирский язык. В обиход бытовой,
в обиход государственный. Для этого нужно, чтобы язык изучения было модным. Вот. Что мы для этого делаем? Первое. Это программы должны быть. Я вот сам попросил, я когда пришел сюда, я говорю, дайте мне какой-нибудь, я в машине еду, наушники включил, чтобы я вспоминал, учил и так далее, чтобы я начал говорить. Вот. И у нас такие программы нет. К концу года нам лаборатория и кафедра башкирского языка нам даст такую программу. Это первая история. Вторая история – это книги, методические издания и так далее и тому подобное. Третья история – это образование. Мы по какому пути пошли? Вы, наверное, ну вот, может быть, даже не услышали. Мы создаем 10 полилингвальных гимназий, школ. 10. В каждой точке республики, то есть по всей геометрии, вот уже 2 полилингвальные гимназии. Первые мы открываем, значит, в Уфе, в Деме и в 44-ю гимназию. А потом они поэтапно. Сибай, Нефтекамск, Белебей и так далее. По всей республике будут. Это большие школы. Это лучшие школы, лучший преподавательский состав. Чем она отличается? В этих полилингвальных школах 3 языка преподавания. Русский, башкирский и английский. Плюс еще один язык иностранный. Вот и очень много вещей, которые мы будем. Вот этот башкирский диктант мы делали, всевозможные мероприятия. Вот если помечтать, я вполне допускаю, что через 5 лет, например, предположим, у нас заседание Курултая будет 50% на башкирском, 50% на русском. Я вполне допускаю, что целые районные советы будут на башкирском, допускаю. Что правительство заседания половина на башкирском, половина на русском. Но здесь очень важно другое. Здесь очень важно всегда, вот я чем всегда буду руководствоваться, мы не должны обижать наших собратьев, наших товарищей, которые наши другие национальности. Поэтому вот мы сейчас делаем элементарно по всей республике большую закупку для синхронного перевода, потому что даже этого у нас нет. А мы живем в многонациональной республике. Если ты говоришь, то ты должен все-таки дать возможность, особенно если речь об использовании государственного языка, ты должен дать возможность, чтобы люди все понимали. Поэтому мне кажется, вот эти наши действия, ведь я вот еще раз объясню, вот как я вижу язык, как вы должны понимать. Язык, он состоит из 2 вещей, которые нас волнуют. Нас волнует язык как уникальное явление, как язык, как научное явление, которое изучают ученые, пишут диссертации. Это одна история вопроса. Здесь у нас все хорошо. И здесь мы будем всегда поддерживать. У нас замечательные ученые, у нас факультет башкирской филологии, у нас факультет, кафедра башкирского языка. Правда, мы прозевали год назад, оказывается, закрыли диссертационный совет докторский по защите диссертации. Мы, как раз кафедра башкирского языка, мы сейчас его вернем, и у нас будет, то есть язык будет сохраняться как научная категория, как некая культурная ценность всего человечества. Это одна история. Я говорю про другую историю. Язык как средство общения, чтобы мы на нем говорили хотя бы немножко. Республика большая, многонациональная, и в своих стремлениях я всегда говорю то, о чем мы должны всегда помнить, что вот для меня лично одно из главных богатств нашей республики – это многонациональная дружба. Это многонациональная дружба. И ради этого, ради спокойствия я буду всегда очень принципиально и последовательно действовать. Республика Башкортостан является, по сути, единственным местом, которое является опорой и основой для башкир, которые проживают здесь и которые проживают по всему миру. И мы должны понимать. И поэтому от того, насколько хорошо себя чувствует республика, от того, насколько хорошо чувствует ее экономика, от того, насколько правильно выстроены внутри элитные отношения, внутри конфессиональные, внутри национальные, и как себя чувствует башкирский народ, внутри зависит, конечно, в целом состояние целой большой нации. Я хочу вам просто сказать, что это такая долгая немножко работа будет. Вера? Если можно, вопрос. Добрый день, уважаемый Ради Фаритович. Меня зовут Руслан, я с Абзелиловского района. Мы все видим, насколько вы активны во всех сферах. Мы успеваем только смотреть и удивляться вашей работе. Вопрос. Что вам больше всего нравится в работе на должности главы Республики Башкортостан? Спасибо. Я когда иду на какое-то совещание, мне тяжело. Я, например, всегда там вспоминаю генерала Шаймуратова, да. Вот реально я проникся к нему. У меня, кстати, все хочется, язык чешется. Я по генералу Шаймуратову один вопрос очень серьезный практически решил. Скоро узнаете. Очень нужный для нашей республики и для памяти этого героя.
Но я каждый раз думаю, слушайте, такие мы люди были. Там кавалерия наша, башкирская, 112-я кавалерийская дивизия, 78 героев Советского Союза. Ни у кого такого нет. Вот такая нация, да? Я всегда был сторонник результата. Вот когда результат есть от действий, я прям танцевать хочется. Я когда вижу новую ферму, новую дорогу, новую школу, там, новые учебники, которые мы детям купили, и еще что такое, вот это главный результат. Причем, вот сразу скажу, я же уже взрослый, и там у меня такая политическая жизнь была бурная. Я не жду слов спасибо. Мне это, приятно каждому, но я просто понимаю, что не в этом смысл. Вот у меня душа радуется от того, что что-то делается. У вас здесь дороги плохие. Я вот тогда приезжал несколько раз, дороги плохие. Буду думать, что делать с дорогами. Когда придумаю, что делать с дорогами, когда дороги здесь поправим, буду ездить и радоваться, что дороги есть. Поэтому вся жизнь, вот она в радостях за то, что вот появляется что-то, что делает жизнь лучше. Очень радуюсь, когда мне статистику принесли, и вместо там 250 человек у нас, значит, от отравления алкоголем, значит, погибло в 2 раза меньше, и 100 человек мы спасли, нашим трудом спасли. Я тоже радуюсь. От самоубийства 40 человек от петли вытащили, видимо, тоже общая атмосфера. Тоже радуюсь. Вообще радости очень много, надо их просто видеть. Будем считать, что, честное слово, вот родилась такая форма, наверное, мы подумаем как. Я просто хотел вот именно с ребятами вот с Урала пообщаться, сказать вам то, чем я занимаюсь. Наверное, за короткое время я вам не успею все сказать и рассказать. Просто я хотел, чтобы вы от меня услышали, чем я занимаюсь. Я делом занимаюсь. Я не болтаю там, я не гуляю по Москве там в ресторанах. Я здесь делом занимаюсь. Что-то у меня получается, что-то у меня не получается. Но я считаю, что вот тот курс, который, вот то, чем я занимаюсь, как я занимаюсь, это польза для республики, польза для вас. Поэтому я это вам хотел объяснить. Смог, не смог, это другой вопрос. Вам спасибо большое, будем периодически вот так встречаться. Вам удачи. Все те вопросы, которые здесь были, я все их каждый отработаю. Вот я так работаю. Ярем? Рахмет? Я вот для себя говорю, я сегодня встретился с настоящим, с будущим Башкортостана. Вот вы это будущее Башкортостана, самое лучшее, самое настоящее. Поэтому сил, все получится, мы поддержим, мы сильные, у нас много хороших планов, идей, мы умеем добиваться результата, поэтому все вместе потихонечку, вот у нас все хорошо будет. Да. Вы только что сказали, что встретились с самым настоящим будущим Башкортостана, так? Да. А это вот у нас такая неожиданно организованная в некотором смысле встреча с молодежью, с молодежными организациями вот, зауральских районов нашей республики. Вот такой откровенный был разговор. Свежие мысли? Знаете, даже больше мне хотелось им рассказать, потому что, знаете, иногда мы же много делаем, иногда людям надо объяснять, зачем мы делаем, почему мы делаем, что у нас получается, а что не получается. Вот, мне кажется, так доверительно мы поговорили. Ну, у вас был разговор на равных, я бы сказала. Вопросы довольно правильные. А сейчас у нас нету тут баев, у нас все равны. Спасибо.